этот штаб городской? Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». И сегодня мы с вами проводим планерку со мной, планерку с вами, то есть планерка с редактором. Мы вообще-то обычно встречаемся с вами в первых числах месяца, но из-за выборов нам пришлось чуть-чуть сдвинуть нашу встречу, хотя по просмотрам новостей о выборах я не могу сказать, что эта новость была воспринята вами как важная, как главная. Тем не менее, это важный этап в нашей жизни, несмотря на то, что явка была очень маленькая. Большинство из вас, из наблюдателей, недовольные их итогами, говорят о том, что снова использовался подкуп и прочие незаконные ресурсы. Однако вот что лично я думаю по этому поводу. Смотрите, явка была крайне низкой на эти выборы. И сколько там пришло человек из тех, что были, скажем так, куплены? Ну, не больше 10% из тех, кто пришел. Поэтому наша с вами задача все-таки приходить на эти выборы для того, чтобы вот административный ресурс и подкупы использовался как можно меньше. То есть если мы, люди, которые не продаем свои голоса, будем активнее голосовать на выборах, то, естественно, использование вот этого ресурса будет все менее активно. Я понимаю, что мои призывы несколько запоздалы, потому что выборы в БГК уже прошли, но осенью нас ждут выборы в Жогорку-Кенеш, и я надеюсь, что явка будет более высокая. Это важно, потому что вы же знаете, что количество пришедших не решает. То есть неважно, кто придет, сколько человек придет, сколько процентов избирателей придет, 90% или только 5%. Выборы будут признаны состоявшимися, поэтому я призываю вас все-таки ходить на выборы. Но мы с вами подводим итоги июня, поэтому среди все-таки важных новостей в июне, среди читаемых новостей, выборов не было. Какие новости были? Если говорить о сайте, то среди самых читаемых новостей были цены на морковь, самые разные. Почему поднимались цены на морковь? Сколько морковь стоит в других странах? Когда снизятся цены на морковь? Это, кстати, выясняла наша журналистка Наталья Шестакова. И в конце нашей с вами беседы, она войдет у нас в кадр, мы с ней побеседуем, я познакомлю вас с Наташей, и она расскажет о том, как работает. Сейчас она уже здесь сидит, в кадре появится чуть позже. Визит Жапарова в Таджикистан и Туркменистан тоже пользовался большим читательским интересом, но в основном следили не за тем, что говорили, а как встречали, как провожали. Обсуждалось, почему мы поехали, в Таджикистан, почему встреча произошла не на нейтральной территории. Мы готовили материал на тему, мы спрашивали экспертов, собирали мнение, что считают эксперты, нужно было ли ехать в Таджикистан нашему президенту или нет. Что вы думаете по этому поводу? Вы по-прежнему можете комментировать, составлять свое мнение как в соцсетях, так и у нас на сайте. Еще большим интересом пользовался, естественно, материалы о электроэнергии, о тарифах. Вы знаете, что их сначала хотели повысить, потом передумали. Сейчас говорят, что нет, повышения, по крайней мере, в ближайшее время не будет. Я думаю, что отказ от повышения связан как раз с выборами в Жогорку-Кенеш. Это очень непопулярная мера, и повышение тарифов нас ждут, наверное, уже в следующем году. И мы постоянно готовим материалы об отключениях электроэнергии у читателей и у жителей Бишкека, и у жителей в целом республики. Закрадываются сомнения, что проходит веерное отключение. Мы адресовали эти вопросы
чиновникам в энергосекторе, и они заверили нас, что верных отключений нет. Все эти отключения ремонтные. Вы знаете, у меня это вызвало очень большой смех, потому что о электроэнергии я пишу уже очень давно. Вы знаете, я прямо вот села и посмотрела, как наши чиновники называют отключения с давних лет. Смотрите, значит, в 1998 году, да, вот мы впервые познакомились с веерными отключениями. В 2004 году Николай Танаев сказал, что веерных отключений не будет. А Дахан Мадумаров, который тогда был депутатом, сказал, как нет. Но все время жители жалуются. И Николай Танаев сказал, это не веерные отключения, а точечные. В 2005 году нам сказали, что веерных отключений не будет. Будут шоковые. То есть отключат, чтобы мы с вами заплатили. Вот. В 2008 году нам предложили адресное отключение. Ну, то есть это были те же самые веерные отключения, только с другим названием. Нам говорили, что нас будут отключать от 4 до 6 часов в сутки. А в 2010 году были аварийные отключения. В 2011 и в 2012 технические. Вот сейчас у нас все те же веерные отключения, которые называются ремонтными. Мне кажется, что вообще наши энергетики думают, что за лето население Кыргызстана меняется, и живут люди, которые уже никогда не зимовали в этой стране, и они не знают, как проходил предыдущий отопительный сезон, и нас можно снова и снова обманывать. Кроме того, да, нас с вами предупредили, что нельзя будет отапливаться электроэнергией. Я тоже прекрасно помню, как я писала материал о том, что Аскар Акаев массово переводил всех нас как раз на электрическое отопление. И это были тогда большие скандалы, да, я достаточно взрослый журналист и да, писала уже даже в те времена. И школы переводили на электрическое отопление, у них просто ломали печное отопление, и некоторые директора просто вот грудью ложились, защищая вот эти печки. Сейчас мы возвращаемся снова, вот так по кругу ходим. Тем не менее, энергетики говорят, если мы не поднимем стоимость электроэнергии, то нас ждет коллапс, ну и гибель всего энергосектора. Что вы думаете по этому поводу? Я тоже вас призываю активно комментировать. Мы собираем мнение всех читателей, экспертов, читателей, постоянно публикуем на эту тему информацию для того, чтобы доводить это до властей, что повышение стоимости электроэнергии не единственный способ решать проблемы энергосектора. Это что касается сайта. Что касается Инстаграма, здесь, в общем-то, темы интересные были похожие. Морковь, тарифы, похищение Архана Инанды. То есть, может быть, вы обратили внимание, что сначала этот сюжет у нас назывался «Исчезновение Архана Инанды». Потом мы его переименовали, естественно, уже после того, как стало известно, в «Похищение Архана Инанды». Мы очень тщательно и очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация. Вот. Ну, судя по вашему интересу, Омурбек Бабанов по-прежнему остается ньюсмейкером, и новости, связанные с ним, по-прежнему набирают просмотры, комментарии, реакции, охваты. И все, что связано с Иссыкулем, пользуется спросом, пользуется интересом. Вы уже были на Иссыкуле? Пишите нам, куда вы поехали, что вы думаете по этому поводу. Мы, кстати, готовим материал о том, где выгоднее отдыхать и почему. Он не такой будет однозначный, что однозначно нужно ехать куда-то, что у нас дорого и плохо, нет. Все будет гораздо интереснее. Это то, что было.
Что мы считаем интересным, важным в предстоящем? Это, конечно, результаты выборов. Вы понимаете, что это связано с тем, кто проходит, в городской Кинеш, бишкекский городской Кинеш. Эти люди будут решать вопрос тарифов на маршрутку, эти люди будут выбирать мэра, эти люди будут утверждать другие законы. Это вопросы? Можете еще. Так, и что тут? Так, хорошо. У нас во власти сидят с понятием, что надо продать и набить карман. Ну да, наверное. Вот. Так, значит, итоги выборов. Талибан и влияние вообще Афганистана, вы знаете, да, что беженцы кыргызы из Афганистана, да, они бежали в Таджикистан. Вчера стало известно, что мы готовы принять их у себя. Вот чем это может быть чревато или не чревато, этот вопрос мы тоже будем обсуждать. И вообще, как разворачивается политическая ситуация в связи с событиями в Афганистане. Естественно, мы будем следить за тем, как идут заседания в Жугурку-Кинеше. Да, вы знаете, что они должны были уйти на каникулы, но, тем не менее, продлили себе работу. И другие важные вопросы. Если вы что-то считаете более важным, то, пожалуйста, пишите. Все ваши предложения мы внимательно рассматриваем. И нередко именно ваши идеи становятся прекрасным поводом для подготовки очередного материала редакции «Кактус Медиа». Вот это то, что я хотела вам рассказать. Массовые беспорядки с местным населением. Это что? Я немножко не поняла, если можно. Вот мне написали про массовые беспорядки с местным населением. Я немножко не поняла, о чем идет речь. У нас чуть подробнее, что вы имели в виду. Вот так, все. Почему нельзя сделать независимый мониторинг всех госдоходов и отдельно городской бюджет? Это так достаточно сложно, но мы пытаемся смотреть на... То есть мы следим за расходованием бюджета, за вот этими цифрами. Тоже можно чуть подробнее, что вы имели в виду. Вот, спасибо вам за советы. Мы ждем их не только во время моей планерки, но и всегда в личку. Вы знаете, что у нас есть возможность прислать нам на почту pisma.cactus@gmail.com, в колл-центр, все наши телефоны, данные в личку в соцсетях, Facebook, Instagram, Кактус Медиа. Вот. А сейчас мы с вами поговорим с Натальей Шестаковой. Сейчас она войдет в кадр. Так. Я сначала расскажу, почему именно Наталья сегодня приходит к нам. Дело в том, что в прошлый раз, перед прошлой планеркой, мы устроили такую битву, и с небольшим перевесом выиграла Бема. Но у Наташи там было буквально на 2 голоса меньше. Это первая причина, почему сегодня пришла Наташа. А вторая причина, самая главная, может быть, вы заметили, я надеюсь, что вы заметили, что у нас очень сильно изменился наш телеграм-канал. Если раньше он заполнялся автоматически, то есть это просто вот все, что выходило на сайте, бот отправлял в наш телеграм-канал, то теперь телеграм у нас ведет человек. И он стал... Я вообще считаю, что вот если вам лень читать большие новости, вы хотите узнать только самое главное, то вот именно наш телеграм-канал – это вот самая лучшая информационная площадка, потому что там коротко, четко и с большим чувством юмора. У Наташи прекрасное чувство юмора. Спасибо. Вот всем это наша привет. Наталья Шестакова, журналистка «Кактус Медиа». Давай расскажи сначала, как ты взялась за телеграм, как ты его ведешь и что берешь в основу, когда выбираешь новости и как ты их оформляешь.
Ну, Телеграм я взяла внезапно, то есть я просто немного устала от того, что я делала, то есть, как это называется, профессиональное выгорание, когда у тебя уже набита рука, ты уже просто делаешь что-то по накатанной, и просто хочется, что-то разнообразить, да, в своей работе. И я решила просто попробовать вести телеграм-канал. На самом деле это оказалось не сложно. Почему? То есть потому что многие новости, они написаны очень, будем так говорить, чиновничьим, что ли, языком, либо какими-то юридическими терминами. И многим гражданам проще, допустим, когда им объяснят, доступно. И вот я считаю, что главная задача Телеграма – это объяснять доступно и коротко, суть самой новости. То есть, чтобы люди не углублялись в какие-то подробности, там, юридические, опять же, будем так говорить, подробности, да, в общем, в целом. И я вот думаю, что как раз-таки моя задача в этом, чтобы доносить до людей быстро и доступно. Тебе нравится? Мне, да, нравится. Давай расскажем, чем ты занималась до Телеграма, от чего ты устала? До этого, я не сказать, что я прям устала, просто у меня произошло профессиональное выгорание, потому что я много лет этим занималась. В основном ко мне обращались люди со своими проблемами, в частности, это строительство незаконное в городе. Вот. И мне кажется, что у нас город просто повсеместно застраивается, и в каждый двор, куда ты не зайдешь, обязательно есть какая-то стройка, где строится с нарушениями, да, без документов. То есть люди не могут получить свое жилье, за которое заплатили. Я очень долгое время освещала именно эти проблемы, но, к сожалению, мы не можем охватить весь город. По возможности мы пытаемся донести, да, до общественности их проблемы, но их очень много на самом деле обращений. Люди пишут в колл-центр каждый день, да, они жалуются. И когда ты понимаешь, что ты не можешь всем помочь, но ты хочешь им помочь, да, это на самом деле очень, морально тяжело, будем так говорить, да. Ты понимаешь, что людям тяжело, они остаются без квартиры, без крыши над головой, что у них нет денег, может быть, на последние кровные они приобрели эту недвижимость, и ты не можешь, допустим, каждому помочь действительно в городе. Это просто, тем более каждую историю какую-то, каждой семьи я пропускала через себя. Это правда. То есть у меня развито чувство эмпатии, да. Материал у Наташи был такой, при этом там сохранены все журналистские стандарты, то есть обязательно есть одна сторона, вторая сторона, все опрошенные, все госорганы. Вот. Но это не значит, что Наташа перешла полностью на Телеграм, она продолжает писать материалы. Я еще раз повторю, мы выяснили, почему морковка стоит так дорого именно благодаря Наташе. Мы узнали, что мясо не будет стоить дешевле, а, наверное, будет стоить еще дороже благодаря Наташе. Так что ешьте мясо сейчас. И она продолжает про билеты. Вот вышел материал о стоимости билетов в России. Она продолжает писать материал о спорах по незаконному строительству или каким-то таким городским проблемам. Так что вы все равно пишите. Наташа вас слышит, это... Все чаяния народа, да, пожалуйста, ко мне. То есть я тоже живу в этом городе, я тоже ем морковь, готовлю из нее. Да, я тоже куда-то покупаю билеты, это также касается меня. То есть это непосредственно касается многих. Да? Особенно морковка, это, конечно, был шок. Ты по образованию журналист? Да, я, не сказать, что журналист, вообще у меня специализация радио, телевидение и киноискусство. То есть я больше режиссер-постановщик, нежели газетчик. Да, поэтому у Наташи практически в каждом материале обязательно есть видео. Так что если вам лень читать, можно просто посмотреть. Что ты заканчивала? Я заканчивала Кыргызско-турецкий университет Манас. Специальность, да, радио, телевидение, киноискусство. То есть ты говоришь на турецком? Если это можно назвать, говорю, то да. И киргизский знаешь? Да. Да. На самом деле Наташа знает киргизский, то есть не так, что, конечно, может выступать с докладом. С большой трибуны, да. С большой трибуны выступать я не могу, но на базарах по поводу цены мяса я поговорить могу. Да, и вот со строителем, который как раз вырыл котлован в неположенном месте, Наташа способна поговорить. И почему ты пришла все-таки в журналистику, а не в режиссуру? На самом деле у нас, это прискорбно, конечно, у нас очень слабо развивается именно киноиндустрия. То есть, единственное, да, я могу сказать, что Кыргызстан славится как страна короткометражных фильмов. У нас есть Айтыш фильм, да,
киностудии, которые то есть, снимают эти короткометражные фильмы, участвуют в кинофестивалях, то есть каких-то международных, занимают призовые места. Я на самом деле очень горжусь своими одногруппниками, которые не сошли, да, с этой тропы и вот продолжают этим заниматься. Это на самом деле очень такая трудоемкая, да, работа, это очень сложно и очень интересно. Но просто у меня немножко другой темперамент, возможно. То есть я такой человек, что то есть я не могу над одним проектом работать год-полтора. То есть для меня, да, мне нужно здесь и сейчас, то есть я в водовороте событий, поэтому мне, наверное, ближе журналистика, именно какая-то репортажная. Как ты оказалась в «Кактус Медиа»? Начала я вообще свой путь изначально с госканала, с ЛТР, да, это была моя первая школа, потом пришла на МБТ, там проработала несколько лет и попала в «Вечерний Бишкек». То есть я там познакомилась с этим коллективом, с которым, сайт ВБКГ. Там я познакомилась с коллективом, с которым работаю сейчас, непосредственно с вами. Вот. И потом, то есть произошел когда это развал, когда вечерку отжимали, не побоюсь этого слова. Да, мы считаем, что отжимали. Да, все ушли в занозу, я осталась и вышла оттуда в декрет. И после этого, то есть после декрета я уже скиталась, пришла в «Кактус Медиа». Не скиталась, я не назову этим словом, это, как говорится, знаете, возвращение блудного сына. Как будто у меня лично такие ощущения, когда ты там в юности такой деловой и взрослый, съехал от родителей, пожил сам, но решил вернуться. Вот именно в моем случае примерно такие у меня ощущения. И понял, что все хорошо. Да, и кстати, когда человек возвращается, у нас-то произошли все равно какие-то изменения. А нам кажется, Господи, своя, мы ничего не объяснили, просто сказали... Начинай работать завтра. Все, иди работай, и потом удивляемся, что человек что-то там... Упустил за время, да, своего отпуска. Да, у нас очень много таких историй. И получается, что раз ты ушла в декрет, у тебя есть ребенок. Да, у меня вопреки есть расхожему мнению, что в «Кактус Медиа» работают только... феминистки, незамужние. Незамужние, да. То есть у тебя есть сын, муж? Да, у меня есть семья, у меня есть муж, сын. Сыну сколько лет? 4 года, 5 будет. И как они относятся к тому, что... К моей работе моя семья очень относится хорошо на самом деле, спасибо им за поддержку. И что у меня такой супруг, да, то есть он понимает, что если мне нужно куда-то срочно выехать, все-таки жить журналистом не очень легко. То есть бывают какие-то события, митинги, ночью случился пожар, либо еще что-то. То есть в каких-то случаях он мне помогает, даже он меня возит на какие-то репортажи. Допустим, если мне куда-то нужно поехать, там в отдаленную местность, либо еще что-то. То есть он меня поддерживает во всем. И что для тебя является мотивацией в твоей работе? Наверное, помощь людям. Я все-таки считаю, что одно дело, конечно, мы информируем, это главная задача, да, СМИ, хотя многие думают, что мы выполняем функцию судов, там, прокуратуры, на самом деле нет. То есть, по крайней мере, некоторые читатели такие требования, да, предъявляют. Но все-таки я считаю, что мы помогаем людям, потому что, есть такие истории, когда люди на самом деле ходят по всем инстанциям, да, добиваются справедливости в судах, в прокуратуре, в милиции, то есть я не знаю, в каких-то других инстанциях. И просто СМИ – это последняя инстанция, куда они пришли, чтобы им помогли, хотя бы как-то донесли до общественности их проблему, чтобы их услышали, чтобы их поддержали, да, чтобы госорганы наконец-то отреагировали в конце концов, да, и обратили на их проблему внимание. И все-таки я считаю, что мы свою функцию выполняем, потому что у нас было очень много таких историй, когда действительно дело не двигалось с мертвой точки, и после публикации в «Кактус Медиа» действительно кто-то зашевелился, что-то решили, и в принципе проблема разрешилась. Да, даже некоторые госорганы говорят, мы ничем не можем вам помочь, но вы попробуйте обратиться в «Кактус Медиа», может быть, после этого что-то изменится. Это как раз... Да, кстати, ко мне приходят часто люди, которые говорят, что им прямо в прокуратуре говорят, сходите в «Кактус Медиа». Пусть они напишут, потом мы отреагируем. Да, и это сейчас Наташа говорит не высокие слова на камеру для вас, когда мы с ней как-то говорили о ее работе, ее будущем и о том, и о просмотрах. Наталья сказала, да, может быть, мои материалы набирают не самое большое количество просмотров, но это, говорит, моя миссия. Людей должны услышать, и если я могу помочь им быть услышанными, то я это буду делать. Так что Наталья такой настоящая журналистка, которая работает ради того, чтобы информировать, чтобы быть тем самым мостом между вами
и властью. И она как раз и занимается в том числе информированием о работе Бишкекского городского кенеша. Ты сама-то на выборы ходила? Да, я пришла на выборы, но меня не оказалось в списках. То есть заранее семье проверила. То есть ты всегда была? То есть у меня паспорт, я меняла несколько лет назад паспорт, но почему-то вот они меня по этому паспорту не пропустили. Вот, поэтому мне проголосовать не удалось. А как ты сама оцениваешь работу БГК и как ты вот какие вопросы сейчас будут решать в БГК первыми, вот после того, как он все-таки будет сформирован? Я надеюсь, что мы уже все-таки выбрали, проголосовали уже как есть. Но сейчас на самом деле прихода в БГК депутата в основном ждут, я считаю, что водители транспорта городского. Потому что, то есть, им обещали повысить тариф, обещали в мае, потом вроде бы они, вот вы же помните, что у нас были забастовки, да, когда транспорт не выходил, люди добирались на работу как могли, там кто-то, какие-то бизнесмены предоставляли автобусы. И то есть водителей более или менее успокоили тем, что вот сейчас придет новый созыв, и он ваши проблемы решит. И вот я считаю, что основной их задачей это будет разобраться с водителями. Хотя, по сути, как бы Горкенеш только принимает решение, то есть утвердить этот тариф либо нет. На самом деле проект вносит мэрия, то есть они разрабатывают этот сам тариф, то есть высчитывают, сколько он должен быть, да? Анализ проводят. А потом, то есть задача Горкенеша. Но сейчас Горкенеш, он в центре внимания, да, самый первый к ним пойдут водители, я считаю. Потом, то есть, естественно, будет решаться вопрос с мэром. Ну, я не знаю, будут ли они выдвигать своих мэров, да, либо у нас ходят разные разговоры. Да, у нас же может измениться законодательство. Да, на самом деле. В связи с... То есть по новому законодательству, да, может быть, депутатам и не придется избирать мэра, он будет назначаемой фигурой. Да, то есть все может измениться, вы следите, мы тоже за этим следим, пока все это не ясно, все находится в процессе обсуждения. И кто будет назначать мэров двух крупных городов, Бишкека и Аша, тоже все может измениться. И школы тоже могут решать, они не будут решать, это тоже будет выдвигать, да, мэра? По поводу открытия школы это решает городской штаб, то есть, да, сначала как бы они принимают решение, то есть потом постановление выносит мэрия. Насколько я знаю, что депутаты, они роль не играют, либо они утверждают. Но они тоже могут все-таки выдвигать свои предложения. Да. Ну, то есть в любом случае нынешнему созыву предстоит решить очень много вопросов, насущных вопросов. И мы, горожане, можем оказать все-таки влияние на принятие решения. И в этом смысле мы, Кактус Медиа, то есть мы как горожане должны формулировать их, а мы как Кактус Медиа готовы вас услышать, готовы услышать бишкекчан. Наталья будет одним из главных людей, кто будет это слышать, и кто будет передавать ваши пожелания и ваши замечания по поводу всех насущных вопросов о нашем городе. Какие проблемы ты сама считаешь нужно решать? Понятно, у нас куча проблем, и их мы не можем решить все. Вы имеете в виду на уровне города, да? На уровне города. Ну, естественно, что сейчас вопрос с водой самый актуальный. Единственное, что у нас может решиться вопрос, что как бы отремонтировать ирригацию, да, чтобы во многие части города не попадает вода из-за того, что у нас просто разрушена ирригационная система. То есть это естественно, что за один день это все не восстановится, так как это разрушалось годами. То есть полив, да, деревьев. У нас засох практически весь город. Если вы заметили, что по каким-то центральным улицам, там, где раньше очень было зелено, сейчас просто наступила осень, листва облетает, и то есть вообще полная засуха. Опять же, почему? Сейчас вода вроде бы пошла, но деревья уже не спасти, и поэтому я считаю, что еще одна забота – это вот разрушенная ирригация. Ну, естественно, вопрос школ, то есть потому что, как мы помним, в прошлом году родители вообще все были на взводе, да, но они разделились на две группы. Кто-то требовал открыть школу, потому что им не с кем сидеть с детьми. Кто-то, наоборот, говорил, что не нужно открывать, чтобы не устраивать там рассадники болезней. Вот, это будет тоже, я думаю, насущная проблема. Сейчас лето, естественно, пока затишье, но вот с приходом новой власти и вообще в целом это опять проблема будет актуальна. Остался 1 месяц. Вот, что пишут тебе читатели. Я думаю, что это тебе адресовано. Какая вы красотка, еще интеллигентная, умная. Спасибо. Да, мы тоже считаем, что Наталья прекрасно смотрится в кадре. Мы
настоятельно просим ее сделать видеосюжеты, видеоблог регулярный, в котором она будет рассказывать о проблемах города. Я думаю, что вы тоже так считаете. Давайте все вместе будем за это голосовать, чтобы Наталья все-таки сделала это, чаще была в кадре, чтобы мы чаще любовались. Ну, я-то ладно, она на работу приходит, чтобы чаще выходила в эфир. Что ты еще хочешь обратиться к читателю вот так, не через свои материалы, а вот сказать им что-то? Что я хочу сказать нашим читателям, вообще в принципе хочу сказать нашим гражданам. Я понимаю, что у нас не идеальная там законодательная база, да, система и все остальное, но большая часть, как сказать, ваших проблем, это зависит все от вас. Когда вы, самое главное, да, приобретаете что-то, покупаете, читаете документы мелким шрифтом. Я, конечно, не юрист, но, тем не менее, когда человек сталкивается с какой-то проблемой, он изучает эту проблему изнутри, он действительно становится юристом. Понятно, что у всех не может быть юридического образования. То есть, когда речь стоит конкретно о ваших правах, а не только там каких-то требованиях к вам, да, вы имеете право что-то узнать, информацию, запрашивать ее, про строящиеся дома, опять же, да, я хочу сказать. Не бойтесь спрашивать у строительных компаний документы, да, на землю, на все, то есть, чтобы заранее себя как-то обезопасить, тогда и вам будет легче потом решать эти проблемы и не остаться, да, без крыши над головой. По поводу проблем города, да, я могу сказать, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. На самом деле, если мы будем повышать нашу культуру, в принципе, да, то тогда город будет чище. Потому что многие жалобы, например, даже в колл-центре по поводу города приходят, что здесь не убрано, там что-то не посажено, сломано. Если вы живете в этом дворе, я не настаиваю, но я вас призываю. То есть вы живете, это ваш дом, он вас окружает. Приложите немного усилий, чтобы тоже облагородить территорию, которая вокруг вас. То есть, потому что на самом деле то, в какой среде мы живем, влияет на наше настроение, на наши отношения и в целом на нашу жизнь. Да? Если вы хотите, чтобы у вас жизнь была прекрасной, то есть создайте эту красоту вокруг себя. То есть выйти подмести аллейку возле дома, я считаю, что это не очень сложно, чем писать нам в колл-центр, почему нам не убрали листья, грубо говоря, да? Да, но конечно, да, если у вас какие-то есть серьезные проблемы, там, нерешаемые, либо еще что-то, вы всегда можете обращаться в «Кактус Медиа». Мы всегда прислушиваемся к вашим советам, то есть к каким-то вопросам. Если вас что-то интересует, мы всегда стараемся это выяснить, да, чтобы до вас донести, потому что, естественно, что у журналистов есть больше доступа к каким-то госорганам, чтобы что-то узнать, нежели у граждан. Так сложилось у нас. Конечно, вы пишите, обращайтесь, мы всегда рады, то есть, что у нас растет число подписчиков, да, читателей. Мы работаем именно для вас. Все, всем хорошего дня. Спасибо за внимание. Да, то есть еще раз я хочу сказать, что если были неправильно оформлены документы или у вас вообще нет документов, то нам очень трудно за это браться. Только что к нам обратилась женщина, у которой просто нет документов. Мы СМИ, мы можем работать только на основе документов. Если нарушаются ваши права, законные права, то здесь, да, мы однозначно подключаемся. В другом случае нам будет очень трудно. Поэтому, да, всегда лучше проконсультироваться с юристами. Есть и в том числе бесплатные консультации, мы о них рассказывали, в том числе у нас на сайте. И да, если у вас есть люди, которые украшают жизнь вокруг себя, то тоже не только о плохом нужно писать, да, в «Кактус Медиа». Если есть сосед, который поливает, украшает, высаживает деревья, то мы тоже будем рады узнать об этом, если вы там делаете что-то такое, что делает нашу с вами общую жизнь лучше, то тоже пишите в «Кактус Медиа». Спасибо большое. С нами была Наталья Шестакова, журналист «Кактус Медиа». Сейчас она ведет еще и Телеграм. Еще раз повторяю, он очень веселый, очень интересный. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, не пожалеете. И я, Наталья Цимербаева, главный редактор «Кактус Медиа». Встретимся через месяц на планерке с редактором. Спасибо, до встречи. Спасибо всем.